Эта территория в почти 50 тысяч гектаров. Места болотистые, труднодоступные. Из-за этого старатели-нелегалы их облюбовали. Здесь безопасно. Ориентироваться на местности могут только местные жители. В своей работе они используют бронетехнику. Эти кадры за несколько дней до задержания снял один из старателей. На территории Ровенского заповедника были задержаны лица, занимавшиеся незаконной добычей янтаря, изъят янтарь. Транспорт, на котором передвигались эти лица, заслуживает особого внимания. Это демилитаризованный легкий танк. Единственный способ для силовиков и пограничников обследовать территорию – использовать дроны. Была проведена авиаразведка почти 5000 гектаров в Полесье. 2 беспилотника мы потеряли, 1 безвозвратно. Только после проведения экспертизы мы можем окончательно сказать, были ли они сбиты с помощью огнестрельного оружия или другими средствами. Оперативники успели установить, в заповеднике работают больше 1000 человек. Туда тут же отправили полицейский спецназ. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поспешил отчитаться о задержании полусотни старателей и изъятом броневике. Бронемашина изъята, задержаны несколько человек. Отобьем наших пацанов, и наши броневики пытаются организовать местных жителей бандиты. Я тут заранее скажу. Люди, не поддавайтесь на провокации. Наша решимость восстановить законность на Клондайках непоколебима. Операции по наведению порядка будут продолжаться. Однако это обещание министра пока остается обещанием. 50 нелегальных копателей спецназу пришлось отпустить в обмен на гарантии безопасного выезда из деревни. Вооруженные старатели взяли спецназ в заложники. Об этом не на камеру нам рассказал один из участников спецоперации. Местные же власти нелегальных копателей критиковать не решаются, а к происходящему относятся с пониманием. Тут нормальная молодежь. Тут нормальная молодежь, им же тоже надо жить. Были бы рабочие места, каждый человек хочет выжить. Я ничего не знаю, может и есть у нас какое оружие. Есть у нас СБУ, им народ платит зарплату, вот пусть и занимаются. Тем более на территории сельсовета янтарь не моют. Хотя полицейские уверены, Ровенский заповедник – настоящий янтарный клондайк Украины, где люди давно живут по своим, известным только им правилам. Чужакам здесь не рады, и их безопасность никто не гарантирует. Полиция уехала, мыть янтарь продолжают. Дмитрий Леонтьюк, Украина. Настоящее время.